назначенных Борисом Ельциным. В 2009 году назначен полпредом президента в Дальневосточном округе, а с 2012 по 2013 был министром по развитию Дальнего Востока. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Полицейских в Элисте уволили после драки с сотрудниками Следственного комитета. Уголовное дело пока не завели. Об обстоятельствах конфликта расскажет Алексей Нарышкин. Силовики повздорили в минувшие выходные. Первая стычка случилась в развлекательном центре «Уралан» в субботу. В ней со стороны МВД участвовали начальник уголовного розыска, его зам и двое оперативников. Оппонентами стали трое представителей СК. О причинах конфликта и последствиях не сообщается. Впрочем, известно, что повздорившие полицейские и следователи договорились встретиться через день на въезде в город. На этот раз уже в массовой драке приняли участие около 40 человек. Стороны использовали травматическое оружие и арматуру. Интересы сотрудников МВД, по некоторым данным, отстаивали криминальные авторитеты Калмыкии. В результате конфликта пострадали двое. СК начал доследственную проверку. В полиции пока ограничились кадровыми решениями. 4 полицейских уволили, 8 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. По одной из версий, конфликт произошел между местными силовиками и их коллегами из Москвы. Президент Беларуси отправил в отставку вице-премьера, а также министра сельского хозяйства и губернатора Могилевской области после посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» в Шкловском районе, сообщает пресс-служба президента. Лукашенко остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров. Он сравнил коровник со Свенцемом. Евросоюз отказывается от одноразовой пластиковой посуды и других изделий из пластика. Соответствующий закон одобрил и Европарламент. Запрет начнет действовать с 2021 года, рассказывает Мария Китаева. Пластиковые ложки, вилки, ножи, палочки для еды, тарелки, соломки для напитков, пищевые контейнеры, ватные косметические палочки. Все это будет запрещено производить и продавать на территории Евросоюза. Закон также требует ограничить использование изделий из пластика, для которых нет экологичной замены, например, стаканчиков и упаковок для продуктов. Документ одобрило подавляющее большинство депутатов Европарламента. Их решение приветствовала Еврокомиссия. Там подчеркнули, что таким образом ЕС устанавливает новые амбициозные стандарты в сфере экологии. В ближайшие 10 лет в Европе также планируют довести сбор пластиковых бутылок до 90%, а производители обяжут использовать утилизированное сырье. Кроме того, власти ЕС планируют и дальше совершенствовать законодательство в соответствии с принципом «загрязнитель платит», который предполагает, что ответственность за ущерб окружающей среде должны нести те, кто его наносит. По данным Еврокомиссии, сейчас на одного жителя ЕС приходится в среднем более 30 килограммов пластиковых отходов в год. На долю пластика приходится 3/4 мусора в Мировом океане. В Москве сейчас +1 градус. Сегодня переменная облачность без осадков и +2, +4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерьян Гаин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше, интереснее, иногда смешнее. И сегодня наши давние друзья Стас Челнинцев и Виктория Дерябина. Это команда «Бизнес ФМ», организаторы крупнейших, самых, наверное, знаковых событий нашего города. Такие, как День 1000 велосипедистов, как грабли, бизнес-грабли, куда они затянули, в том числе и меня, и Science Slam, ну и многие-многие другие вещи, которые проходят в огнях Уфы, и не только. И также есть у нас гости новые, звезды. Татьяна Воробьева и Денис Ахметов. Это ребята, кто принимает участие в новом Science Slam, который сегодня пройдет уже в огнях Уфы в 7 часов вечера. Но по традиции мы начнем эфир с новостей культуры, которые нам подготовила Зарина Гайсина, Центр современного искусства «Облака». Мне досталось новость самая короткая. 12 апреля «Радус» Радмир Усаев привозит в огни Уфы замечательного человека, великого человека Джо Лин Тернера. Человек-легенда, игравший в Rainbow, Deep Purple. Это человек, которого вы должны слушать. По крайней мере, я точно пойду, остальные не знаю. 12 апреля. Если билет есть, прям покупайте. Денис? Театр HD представляет кинопоказ спектакля «Мэтт. Дочь полка» Гайната Донецци. Опера на французском языке в постановке Метрополитана опера. Звезды Бельканта, Прети Янде и Хавьер Камерн.
объединяют свои силы для того, чтобы создать праздник любителям искусственного пения. Совместная постановка с Королевским оперным домом Лондон и Венской государственной оперой. 31 марта, Синемом Парк, в галерее Арт, сеанс 18:00. Да, приходите, интересно всегда, у них очень классные программы. Стас? С 23 марта по 23 апреля в мультимедийной галерее Центра современного искусства «Облака» идет фестиваль «Кино про взгляд». Зрители увидят уникальную подборку фильмов призеров Каннского, Венецианского, Берлинского кинофестивалей. Начало сеансов в 8 вечера. Расписание можно уточнить на сайте Центра. Виктория? В галерее «Мирас» продолжает идти выставка Раисы Гаитовой «Аэроплан». Зрителей ждет встреча с наследием одного из ярчайших представителей концептуального направления модерн-арт, заслуженного художника РБ Раиса Гаитова, ушедшего весной 2017 года на пике своего таланта. Часть полотен экспонируется впервые. Выставка приурочена к 25-летию галереи «Мирас». Ура! Татьяна? Молодой хореограф и артист балета Башкирского театра, оперы и балета Сарьян Сулейманов, лауреат и обладатель бронзовой медали на международном конкурсе «Арабеск-2018» имени Максимовой, 30 марта представит премьеру новой постановки «Одноактный балет «Доктор Никто». Авторское либретто вдохновлено романом Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь также звучат мотивы пьес Метерлинка, Стритберга, балет 30 марта, театр оперы и балета. Класс, приходите. Слушайте, ребята, я понял, почему вы не всех участников Science Slam пригласили в студию, потому что если бы были все, мы бы, наверное, закончили программу, когда закончили читать новости, да? Стас, сколько всего участников? Расскажи, пожалуйста, в этот раз. Участников не только как в этот раз, а вообще, в принципе, всегда 5. Иногда бывает 6. Всегда 5, иногда бывает 6. От чего зависит? На самом деле зависит от людей, которые приходят с желанием выступать в слэме, от их идей, от заявок. Если мы понимаем, что вот все там, люди, которые обратились, они с интересными идеями, с интересными разработками, конечно, мы дадим возможность чуть больше людей поучаствовать в слэме. Ну да, или позвонит кто-то, скажет, что прям очень нужно, да, прям принять вот этого мальчика. Бывает такое, кстати, нет? То есть звонит ректор нефтяного университета? Говорит, нет, к сожалению, не звонит. Очень жду, когда позвонит. К сожалению, не звонит. Участников у нас 5 слэмеров, но у нас в этот раз есть еще 2 специальных гостя. Это вне программы, они не участвуют, естественно, в битве за приз, за наши драгоценные перчатки. Это Ростислав Мурзагулов, председатель акционерного общества «Башинформ», и Елена Фомина, она специалист по коммуникациям Mail.ru Group. То есть вот они двое выступят с презентациями вне конкурса, но будут очень интересны, мы думаем, нашим зрителям. То есть вот этот вот шумомер, он будет отключен, да, в моментах выступления, которым замеряется уровень децибелов, аплодисментов? Ну да, не то что отключен, просто мы на финальную часть, когда будет происходить замер, мы их, наверное, не будем приглашать на сцену. Вот так. Ну, слушайте, на самом деле, вкратце давайте расскажем зрителям, слушателям нашим о том, как появился Science Slam. Это ведь произошло в 2010 году в Германии, да, и шумомер на самом деле существует как инструмент, который позволяет определить победителя. Все правда? Абсолютно верно. Это все произошло в Германии и действительно определяет победителя аплодисментами в зале. Все это происходило в барах, в пабах, когда молодые ученые собирались и друг другу рассказывали, чем они занимаются. И вот эта история, когда, я не знаю, там, биолог рассказывает физику или математику, чем он занимается, и наоборот, они поняли, что это нужно делать достаточно простым языком, чтобы они друг друга понимали. И только в барах желательно. Это в барах, да. Ну, то есть у нас и слоган у Science Slam — это бар, наука, рок-н-ролл. То есть вот, они выходили на сцену, они начали это делать публично, рассказывая друг другу о своих проектах, о интересах. То есть вот у нас все начиналось именно в таком формате. Мы делали это все в небольших барах, но как-то вот в Уфе очень быстро переросли мы бары, то есть и выросли до больших залов, до большого интереса к этому всему. То есть и у нас вот... Слэмы проводятся 2 раза в год, да, правильно? Весной и осенью? Да. И вы планируете уже осенний слэм? Или же вы готовите его там раз за 2 недели? Как правило, 2 раза в год проходят крупные городские слэмы. Но сейчас мы вот за 3 года существования движения в Уфе перешли немножко вот этот порог только городских, и в мае мы будем проводить слэм уже на базе медицинского университета, и делать это будем совместно с Роснано. То есть к нам федеральная компания обращается для того, чтобы мы организовали именно для молодых ученых уже конкретной специальности слэм. То есть в этом году, получается, будет 3 битвы. Слушай, а я слышал информацию о том,
что есть большая ассоциация Science Slam'еров. Вы туда входите, и там есть какие-то лифты, да, которые Всего позволяют... ассоциация Science Slam в России насчитывает 22 города. В прошлом году в октябре мы проводили всероссийский слэм, и вот как раз представители всех городов, организаторы съехались к нам в Уфу. Это прям полноценно существующая организация, есть устав, есть зарегистрированный торговый знак, и в Уфе официальными представителями являемся именно мы. То есть Уфа один из первых городов, кто поддержал это движение. А бывает так, что наши уфимцы уезжают и выступают где-нибудь в Ганновере, например? В Ганновере нет? Сразу не пустили. Ну, вообще, да, выступали в нескольких городах. У нас наши слэмеры ездят стабильно по другим городам, выступали на всероссийских. Есть проект, называется «Научный стендап», он идет на телеканале «Культура». И это тоже проект, который делает ассоциация Science Slam, и там выступали наши ребята. То есть это прям программа, которая выходит, есть уже 2 сезона полноценно отснятых. Их можно найти в Ютубе, где угодно. Что вот недавно вы собирались все вместе, да, со всеми участниками. Там такая банда набралась, вам всегда есть о чем поговорить. Скажите, а как происходит подготовка? Вы также как-то в баре? Там, в разных городах нарезали, подготовка по-разному происходит. Вот у вас как происходила подготовка к этому? Ну, я думаю, наверное, про подготовку ребята сами лучше расскажут. Это я у них спрошу, я хочу послушать, вот как ты себя чувствуешь, просто я-то был Это участник. проще, чем с бизнесменами. Вот так вот хорошо, вы тут сами. На самом деле подготовка всегда по-разному происходит, все очень сильно зависит от подготовки навыков ребят, которые будут выступать, потому что они всем разные, у всех разная подготовка, у всех разные возможности, кто-то умеет говорить на публику, кто-то, может быть, не очень умеет или не имеет опыта, поэтому тут несколько этапов. Главный этап — это мы сначала смотрим и понимаем, что из себя представляют ребята, насколько они могут публично выступать, и второй, наверное, наиболее важный этап, который вот ложится в основном на плечи как раз Вики, это подготовка презентаций. У ученых, у молодых, то есть у них достаточно сложно перейти вот на совсем простой язык. Они готовят и вроде бы говорят понятными вещами для них, но это все равно бывает непонятно для простых слушателей, людей, которые не имеют отношения к данному виду науки или там, вообще к науке. Поэтому вот у Вики основная задача — это как раз сделать максимально понятными презентации и идеи ребят. Но говорят, сейчас же вообще тренд на мультидисциплинарность. Почему я задал такой вопрос? Я хотел услышать, есть ли какая-то динамика, какой-то прогресс у тех людей, которые приходят к вам? То есть, ну, условно, 3 года назад было плохо, 2 года назад чуть лучше, сейчас вообще хорошо. У нас вообще в целом за вот эти 3 года существования, вот если считать нынешний состав, мы подготовили больше 40 ученых. Из них довольно многие, ну, я не скажу, наверное, сколько именно, но где-то половина точно, кто, ну, пошел дальше вверх. То есть ребята, допустим, которые выступали в первом слэме, они ездили в Кремниевую долину с презентацией, к ним подходили представители НАСА. Вот так? Да, даже так. Допустим, ребята, которые приходят к нам с разработками, потом берут гранты и вводят уже конкретно, там, реализуют свои идеи. Уфа вообще, в принципе, если сравнивать выступления городов там по разным, ну, то есть слэмам, в Уфе у нас всегда есть четкие разработки. То есть у нас это не просто идея, как вот на TED-ах рассказывают идеи современности. У нас это, ну, четкая информация о том, куда можно вкладывать деньги для того, чтобы в дальнейшем получить прибыль. Ну, поскольку мы это делаем, это бизнес ФМ, и мы подходим немножко по-другому. Мы выбираем ребят, у которых есть предмет конкретное исследование, и который может изменить что-то вокруг мира. Это прикладная наука. Даже теоретические исследования могут менять мир, если их правильно применять. Хорошо, ну давайте расскажем, о чем будет говорить у нас, например, Денис Ахметов. Я занимаюсь мягкими сырами и продлением их срок годности. То есть, когда ввели санкции, мягкие сыры начали производить наши фермеры в России, именно в Башкирии. И стоит задача у них, у мягких сыров, у мягких сыров очень маленький срок годности, и им сложно его реализовать. То есть, если они смогли продать, они просто выкидывают продукты. И это очень дорого, потому что, чтобы сделать сыр, надо 10 литров молока на 1 килограмм сыра. То есть большие деньги уходят на молоко.
Я как раз-таки занимаюсь этой проблемой с использованием олигосахаридов хитозана. Чего? Это из ракообразных из панцирей получает вот такое. Помните это юмореск, когда Гарик Бульдог Харламов, вот это Джон МакАлистер и Окей Джим. Ну, в общем, есть такая вещь, как олигосахариды хитозана, и они могут продлить срок годности мягкого сыра до 30 суток. То есть это уже существенная разница. Ну, хорошо, а вот эти сахариды это что? Ну, это обычная какая-нибудь кислота, которая добавляется? Е374? Нет, это именно маслянистая жидкость, у меня будет маслянистого цвета жидкость, и она как раз-таки отличается от растительных добавок тем, что она положительно влияет на организм. То есть это все из панцирей ракообразных, морепродукты. Японцы-то живут дольше, чем мы. Это уже научно доказано. Это не химия. Да, это научно доказано. То есть вы берете раков. Ну, грубо говоря, лучшее сырье, то есть панцири раков. То есть кто-то пьет пиво, вы берете. Нет, я не занимаюсь именно производством олигосахаридов хитозана. Этим занимается Нижний Новгород, а я именно беру у них вот эту комплексную добавку уже готовую. То есть, а в чем научная разработка? В том, что существует какой-то... Вот именно выработать эту технологию, чтобы до конца ее довести, и чтобы это реально действовало, что срок годности сыра 30 суток, при этом еще они способствуют на лактобактерии и раскрываются лучше в 10 раз. То есть есть какое-то сырье, или какая-то добавка, какая-то химия, да? Будем называть ее какой-то химией из раков. Кто-то ест раков, из них производят какую-то добавку, вы ее берете и проводите опыты, сколько нужно добавить в килограмм, в литр сыра. Да, ну, там больше, да, технологию вырабатывать, какой именно процент добавить, и вот научно доказать, что, ну, реально срок годности так. То есть не образуется плесень на сыре, сыр не становится твердым, невкусным. Слушайте, а научно доказать это как? Это экспериментально? Ну, экспериментально, да, все делается экспериментально, ведутся исследования. И это вы просто думаете, что это такая же растительная добавка. На самом деле нет. Растительные добавки — это немного другое. Они тоже продлевают срок годности, но не оказывают положительного эффекта. А вот именно олигосахариды хитозана, они еще влияют на организм положительно. Они повышают иммунитет, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, артериальное давление, коррекцию делают, и гепатротекция. То есть они влияют полностью на организм и улучшают свойства. Пьешь вино, ешь сыр и здоровеешь. Вот в этом и фишка, то, что у тебя есть уже закуска к вину, и сыр с олигосахаридами хитозана помогает твоему желудку и печени переработать полученный алкоголь. И плюс это будет еще отличная закуска к хмельным напиткам. То есть если всякие кириешки, сухарики кушать, то это, скорее всего, скоро будет гастрит, а сыры-то нет. Сыры — это полезно. Ну да, там печень откажет просто, да. Нет, он поможет переработать алкоголь. А олигосахариды фитолизана? Хитозана. Окей. Отлично, вернемся еще. Спрошу обязательно, как у вас проходит процесс подготовки. Татьяна, а у вас что интересного? Я химик, и я занимаюсь, сейчас будет немножко страшно, но вы не пугайтесь, антиселективным восстановлением прохиральных кетонов биокатализаторами различного происхождения. Прекрасно. Это прекрасно. Коротко говоря, я получаю фармакозначимые соединения. Хиральные фармакозначимые соединения. Еще лучше. Хиральные фармакозначимые соединения прям прекрасно. Но все-таки о чем? Я сегодня буду рассказывать на Санслэме про оптические замеры. Молекулы, которые, как две капли воды, похожи друг на друга, но обладают абсолютно разными свойствами. И если одно может помогать человеку, то есть действовать на него положительно, то другое может абсолютно отрицательно влиять на клетки и даже нарушать синтез ДНК. И я буду говорить о том, как именно получать такие препараты, чтобы они влияли на нас положительно и не проявляли каких-то негативных. Две одинаковые молекулы, которые действуют по-разному. Да. Это как? Есть такая вещь, как изомерия. Изомеры — это вещества, у которых одинаковый атомный состав и разное строение. Так вот, есть такие изомеры, которые называются оптическими. Это как предмет и его зеркальное отображение. Ну, представьте, что вы посмотрели на себя в зеркало. То есть мы пишем слово «валерьян», подходим к зеркалу, а там написано непонятно что. Там будет написано «валерьян», просто в другую сторону. Примерно, да, на этом все основано. Что это две одинаковые молекулы, но влиять они будут на вас совершенно по-разному. Есть такой интересный пример. Может быть, кто-то слышал про талидомидную катастрофу? Ну, кто-то слышал. Это такой препарат, в котором находились два абсолютно одинаковых энантиомера, то есть предмет и его зеркальное отображение. И один влиял на человека хорошо, лечил страшные заболевания, как, например, неврозы,
а другой был настоящим убийцей, нарушал синтез ДНК и влиял на белковые цепочки, что очень сильно повлияло на людей, и тогда пострадало 40 тысяч человек от применения этого препарата. Какой-то медицинский препарат. Да. И вот потом скандалы периодически, которые проходят, недавний это запрет Эриспала. Это вот все исходя на основе ваших разработок, да, происходит? Все-таки я больше занимаюсь энантиомерными спиртами, и спирты они применяются для получения некоторых других препаратов. То есть это понижающее артериальное давление, это различные препараты, действующие на усвоение липидов. Вот такими вещами я прижигаю. В какой лаборатории, в каком вузе вы работаете? Это где у нас такие исследования проходят? Я представитель Уфимского нефтяного государственного технического университета, и я веду свои разработки на кафедре биохимии и технологии микробиологических производств. В нефтяном? Да. Слушайте, классно. А кто заказчик такого рода исследований? Кто потребляет конечный продукт? Получается, что это именно для фармацевтики. Это очень важное направление, и то, что мы делаем, это очень эффективно и требует дальнейших исследований и разработок. Ну, с сырами, если все понятно, там каждый может попробовать, а ваши осознать каждый может человек? Вот, осознать, да, попробовать вряд ли, потому что это очень узконаправленная специализация, и, наверное, люди только, которые после уже будут углубляться, какой именно препарат они употребляют, из чего он состоит, как его получили, только тогда они смогут понять, как именно мы относимся к этому препарату, что именно мы сделали. Хорошо, а когда вот вы общаетесь с обычными людьми, гуманитариями, вам просто легко разговаривать, находить общие темы? На самом деле сложно, потому что, когда я начинаю рассказывать, даже дома, когда я первый раз сказала свою тему, там просто сверчки так появились, потому что мои родители не поняли, о чем я. Ушли? Звук сверчка и просто... А что это такое? Я пыталась объясняла очень долго, собственно, из-за чего я решила пойти на Science Slam, потому что у меня все-таки получилось простым более-менее языком объяснить, чем именно я занимаюсь у себя на учебе. Вот так. На примере левых палочек Твикс и правых палочек Твикс, чтобы вы понимали, что такое слэм. То есть вот это все на самом деле, чаще всего, как показывает практика, сложно подготовить ребят, которые занимаются химией, физикой, какими-то такими сложными процессами, о которых вот, мы в бытовом там своем мире особо не вдаемся в подробности. Но тем не менее, вот я могу сказать, например, Таня готовит презентацию, она использует понятные аналогии, которые будут доступны даже людям, которые еще не проходили органическую химию, вполне возможно. То есть основная задача слэма — рассказать о том, как происходят вот эти сложные процессы, но доступны и понятны. Виктория, ты гуманитарий. Да, я гуманитарий. Скажи, пожалуйста, насколько выросло твое понимание вообще этих процессов за 3 года? Можно я скажу? Да, да. Она за время подготовки, насколько я теперь уже понимаю, прониклась столькими видами наук, и иногда я ее плохо понимаю на работе, в нашем рабочем процессе, говорит иногда загадки каким-то птичьим языком начинает разговаривать. Сверчки уходят. Ну да, гуманитарию сложно готовить, но здесь вот как раз это наоборот в плюс идет. Поскольку я не понимаю вообще в принципе на входе большую часть наших слэмеров, мы в процессе подготовки находим вот ту идеальную равновесие между наукой и вот этой доступной информацией, чтобы все-таки не упрощать все совсем до абсолюта, чтобы сохранить вот эту научную составляющую, но при этом, чтобы у людей не появилось желание встать и уйти во время презентации. Потому что, вот вы сами знаете по себе, если ты слышишь больше 2 предложений на непонятном языке, внимание рассеивается. Вот это вот мы пытаемся побороть. Но становится просто интересно понять, что там, о чем люди говорят. Это обычное любопытство, мне кажется, для любого человека. Но и плюс к этому радиостанция Бизнес ФМ, наверное, в любом случае понятно, какие отрасли, какие навыки и знания дают большую маржинальность. Скажите, пожалуйста, вот из того, что здесь представлено, какой потенциал выше, у фармакологии или же у пищевой промышленности? Знаешь, на самом деле я прекрасно понимаю, что обе темы, они очень интересные могут быть бизнесу. Это как раз вот
наверное, то, чем отличается социальный слэм в Уфе от всех остальных. То есть, если в других городах ребята занимаются просто популяризацией науки, да, и рассказывают и говорят о том, что это весело, это интересно, это увлекательно, и молодые ученые — это живые, веселые люди, то в Уфе, конечно, у нас есть еще вторая история, как раз вот связанная с бизнесом. Вот эти все идеи, о которых будут рассказывать ребята, это потенциальные инвестпроекты, на которые можно обратить внимание. И люди, представляющие бизнесы, у которых есть деньги, но не всегда есть полноценный спектр идей, куда вложить эти деньги, для них, я думаю, что это будет как раз интересная история, и им только нужно будет выбрать то, что им ближе, и то, во что они больше верят. Я считаю, что здесь оба проекта очень интересные, ну, с точки зрения бизнеса. Но вот твой опыт несомненен в общении с бизнесом. Скажи, пожалуйста, у нас есть предприниматели, которые смогут вложиться и инвестировать локально в Уфе? Например, в продукт вот с одинаковыми молекулами, которые действуют по-разному. Есть. И я могу точно сказать, сегодня у нас будет часть гостей, которые придут именно смотреть не шутки, не то, как там ребята будут рассказывать весело о своих проектах, а именно будут слушать и обращать внимание на идеи. Именно на фактуру, да, и на бизнес-потенциал. Да. Слушайте, ну последний вопрос. У нас совсем мало, минуты осталось времени. Как вам работает с Викторией? Это традиционный вопрос, который я задаю каждый раз. На самом деле превосходно. Вообще вся команда, которая собралась. Первый раз, когда я пришла, я думала, сейчас давай все я отвечу будут сначала. Я чувствовал себя дураком. Говорите честно. Вот когда мы собрались, я думала, что все будут конкурентами, а в итоге оказалось, что все ребята друг другу помогают. Даже был момент, когда мне ночью позвонили, сказали, мы тебе шутку придумали. Я такая, хорошо, ладно. Вот. Это так здорово. Денис? Да вообще все отлично. Ну и атмосферно, даже эти репетиции, когда реально мы собирались друг с другом и прогоняли в баре. Друг с другом. Но это все участники, и Виктория в том числе, мы репетировали также в баре, уже в стиле слэма, и было атмосферно. Ну, то есть приятно собираться, надеюсь, и после будем собираться. Сегодня в 7? Да, сегодня в 7. Вход свободный. Будет научная выставка, она начнется в 6 часов. Будет куча интерактива, интересные. Можно посмотреть насекомых, поучаствовать, пофоткаться. То есть действительно классно будет. Сами выступления начнутся в 7:30. Все, абсолютно все желающие могут прийти. Рассадка свободная, вход свободный. Все для того, чтобы вы могли приобщиться, посмотреть, послушать ребят. Друзья, все на Science Slam сегодня в 19:00 в Огне Уфы. До новых встреч, мы уходим в эфир социальных сетей.